Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Улов или жизнь? Если вам на свою жизнь, как говорится, наплевать, то нам не наплевать на вашу жизнь. Почему рыбаки пренебрегают правилами безопасности и выходят на лед, узнал Иван Сарафанов. Судебное следствие продолжается. В принципе, вообще не вспоминаю, зачем лишний раз душу себе тревожить. Верховный суд Татарстана продолжает допрос потерпевших в трагедии в 175-й гимназии. Подробнее об этом Рамиль Галиулян. Тепло при аварийной ситуации в любой район республики всего за пару часов. Привозят, мы его подключаем по системе теплоснабжения и производим рожек и нормально отапливаем. В Татарстане начали использовать мобильные котельные. Что это и как они будут использоваться, расскажет Алена Струминская. Учеба, мастер-классы, вечерние мероприятия. Рисуем плакаты на всякие мероприятия, подготавливаем танцы, песни, поем. Как проходит смена для детей мобилизованных в Центре дополнительного образования Адымнар, увидела Вероника Гайнуддинова. Массовый выход рыбаков на Свиягу зафиксирован у острова Свияжск. Каждую секунду они рискуют собственной жизнью. Сегодня спасатели совместно с транспортной полицией вышли в рейд. Предупреждения с берега не помогли. Тогда проверяющие отправились на лед. Правда, для этого пришлось надеть спасательные жилеты. Некоторые рыболовы поспешили скрыться от инспекторов. Другие получили протоколы об административном правонарушении. Что дороже рыбакам, жизнь или улов? Иван Сарафанов спросил нарушителей. Не, надо план-перехват, давай, план-перехват. Вот так при виде инспекторов рыбаки покидают место клёва. Но большинство на рейд реагирует спокойно. Это акватория реки Свияга, около острова Града. Почти 200 рыбаков собрались здесь на зимнюю рыбалку. Их не пугают ни ледяной дождь, ни тонкий лед. Сотрудники ГИМС перед первым шагом на лед проверяют его толщину. Здесь она составляет 6 сантиметров. Этого достаточно, чтобы сходить за рыбаками, но недостаточно для зимней рыбалки. Лед замерили, местами толщина менее 7 сантиметров. Вам рекомендуют сейчас покинуть лед в целях вашей же безопасности. Рыболовам, которые расположились недалеко от берега, раздают памятки и просят вернуться на сушу. Но у любителей зимней рыбалки другое мнение. Они считают, лед уже крепкий, чтобы выдержать 100 человек. А некоторые говорят, можно заезжать и на машине. Безумного такого выхода, как некоторые там не достигает 3-4 сантиметров, такого нет у нас. Вот есть пешня, которой мы проверяем лед. Нисколько не страшно. Это зимний лед, а не весенний. Весенний, да. Лед 7 сантиметров, я специально мерил. Вот такой лед. Больше даже? Да, там можно на машине ездить. Сотрудники ГИМС, полиции, рыбнадзора и регионального общества спасения на воде проводят такие рейды ежедневно, с начала ледостава. Сегодня некоторым рыбакам выписали штраф, другие отделались предупреждением. За полчаса работы спасатели вывели со льда практически всех. Осуществлено порядка 8 патрулирований, проведено бесед порядка 200, охват составил где-то порядка 250 рыбаков. Еще 50 человек, те, которые не вышли еще на лед, не выходили. Такие рейды будут проводить до установления льда толщиной не менее 7 сантиметров. Как говорят спасатели, для этого неделю температура воздуха не должна подниматься выше минус 15 градусов. Несоблюдение правил опасно для жизни и здоровья. Так, в поселке Борисоглебское неделю назад погиб рыбак. В Елабужском районе 3 застряли в лодке, скованной льдом. Иван Сарафанов, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольский район. До Татарстана добрался ледяной дождь. Сегодня в Казани выпали осадки в виде мокрого снега и мороси. Дождь начался еще с самого утра и продолжается до сих пор. Машины превращаются в сосульки. Ледяной коркой на улице покрывается даже верхняя одежда. Из-за непогоды дороги Казани стали напоминать каток. Этим утром столица встала в 9-бальных пробках, которые давно не отмечались даже по вечерам. Ближе к 18 часам в Казани зафиксировали 8-бальные заторы. Противогололедную обработку дорожные службы начали проводить еще прошлой ночью. На уборку дорог задействовали 250 единиц спецтехники, использовали 240 тонн реагента и более 220 тонн песко-соляной смеси. Как нам рассказали в ГИБДД, роста аварий на казанских дорогах пока не наблюдается. Напомним, накануне ледяной дождь накрыл Москву, из-за чего в аэропортах были задержаны и отменены около 30 рейсов. По прогнозу синоптиков, такая погода в республике сохранится и завтра. Ночью температура снизится до 3-8 градусов ниже нуля, а днем составит от -1 до -6 градусов.
В 7 утра я выехала, понимаете, 3 или 4 аварии, прежде чем доехать вот к этому месту. Очень сложно было. И вот не ожидала, что такая гололедица на моей машине сегодня. Все покрывается ледяной корочкой, очень скользко, все замерзает. В связи с гололедицей Гидрометцентр объявил в республике штормовое предупреждение. Сегодня ночью и завтра днем на территории Татарстана ожидается сильный гололед, толщина льда более 2 сантиметров. Водителям следует увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений. Стоит подготовиться и к тому, что где-то могут произойти чрезвычайные ситуации. Отключение электричества, связи и даже падение деревьев и рекламных щитов. Из-за непогоды ледовый блэкаут в Дрожжановском, Буинском и Тетюшском районах. Здесь произошло частичное отключение электроэнергии. Сообщение от дежурного сетевой компании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Под отключение попали 37 населенных пунктов, 1653 жилых дома, где проживают почти 4000 человек. Без света остались и 5 школ. Ликвидируют последствия 12 бригад сетевой компании. В Татарстане начали использовать мобильные котельные. Они дают возможность при аварии вернуть тепло в дома жителей любой точки республики всего за 4 часа. Это машина, внутри которой отопительная система. В случае ЧП в коммунальных сетях ее могут привести к любому объекту – жилому дому, школе или больнице. С учетом роста аварийности в прошлом отопительном сезоне, такие котельные гарантируют бесперебойную подачу тепла на время ремонта. Она состоит из котельного оборудования, насосное оборудование, водоподогреватель пластинчатый. Такие передвижные котельные теперь будут использовать при аварийных ситуациях в системе теплоснабжения. Эта машина круглосуточно может отапливать любой объект, который остался без тепла, пока идет устранение причин внештатной ситуации. Какая-то аварийная ситуация, в кратчайшие сроки привозят, мы его подключаем по системе теплоснабжения и производим розжиг и нормально отапливаем. Снаружи передвижная котельная похожа на обычный автомобиль, но внутри это целая сложная отопительная система. Она может доехать в любую точку республики при аварийной ситуации и согреть 5 пятиэтажных хрущевок одновременно. Мобильные системы решили закупить после крупной аварии весной 2018 года. Тогда обрушилась крыша котельной на улице Портовой, и котел вышел из строя. Без тепла остались жители 12 многоквартирных домов и воспитанники детсада. Почти сутки устранялась эта авария, котельная была выведена из строя, пришлось провести закольцовку от другого теплоисточника. Прямо по улицам были проложены трубы. Если бы у нас в то время была такая мобильная котельная, она бы в течение часа подъехала бы к объекту, в течение 2 часов подключилась бы, и все дома были бы с теплом. Отопительный период прошлого года был напряженным. За 261 день произошла 2741 авария. Основной причиной стал износ инженерных сетей. Рустам Миниханов выразил обеспокоенность ростом количества ЧП. Выводы сделаны. В республике вообще имеется создан аварийно-технический запас. Помимо 2 котельных мобильных имеется также еще дизель-генераторы для обеспечения электроснабжением на тот же случай таких нештатных ситуаций. В Татарстане 2 мобильных котельных. Обе машины готовы к использованию хоть сейчас. Алена Струминская, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Верховном суде республики продолжается процесс по делу о трагедии в 175-й гимназии Казани. Сегодня 4-е заседание. В суде давали показания потерпевшие, это учителя и дети. Напомним, в результате трагедии погибли 9 человек, пострадали больше 600. Уголовное дело состоит из 300 томов. Какие подробности сегодня прозвучали в зале суда из уст свидетелей и пострадавших? Рамиль Галиуллин. Коридоры Верховного суда полупустые. Сегодня на процесс по делу Галевиева пригласили 6 потерпевших. Это вахтеры, учителя и дети. Мулланур Мустафин старается не пропускать заседания. Он первым оказался на пути стрелявшего и получил серьезное ранение головы. 2 месяца провел в московской больнице, половину в реанимации. Радуюсь, что остался жив, стараюсь не пропускать судебные процессы по этому делу. Сегодня допрашивают пострадавшего ученика и вахтера, с которым я был в тот роковой момент, поэтому тоже решил прийти. Здесь и учитель физкультуры Руслан Смелов. В момент нападения он проводил занятия со школьниками на улице. После помогал выносить детей из здания. Обычные действия, стрессовой ситуации, ничего сверхъестественного не сделал, постарался помочь. В принципе, вообще не вспоминаю, зачем
лишний раз душу себе тревожить. От интервью на камеру большинство потерпевших отказываются. Тоже не хотят вспоминать тот страшный день. Заседание сегодня частично прошло за закрытыми дверями. За время процесса предстоит допросить 600 пострадавших. По уголовному делу оглашено обвинительное заключение. Предстоит исследование доказательств, исследование письменных материалов дела, допрос свидетелей, допрос самого подсудимого. Сегодня заседание продлилось больше 3 часов. Напомним, в результате трагедии в 175-й гимназии 9 человек погибли, более 100 получили ранения. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. Судебное заседание по уголовному делу продолжается. Сейчас идет стадия допроса потерпевших. Следующее слушание пройдет завтра, 24 ноября. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Скандал разгорелся в 36-м лицее Набережных Челнов. Здесь в туалетах установили камеры видеонаблюдения. Причем появились они только в мужском отделении. По словам учеников, объективы направлены прямо на писсуары. Родители возмущены. Об установке видеокамер администрация школы их не оповестила. И разрешения на слежку за своими детьми они не давали. Под тотальную слежку в туалетах 36-го лицея попали только мальчики. На этих кадрах, которые снял один из учеников, можно увидеть, что именно попадает на камеру. Родители, увидев это, возмутились. Кто-то поддержал, усмотрев в этом обеспечение безопасности. Правильно сделали, что не обязательно камеру наводить там, где ты справляешь свою нужду. Но вот поверх-то можно. Контроль какой-то, интересно же. Потому что сейчас время такое, надо следить, особенно за детьми. Я 100% против этого, потому что это личное пространство ребенка. Мне бы не понравилось, если бы моего ребенка снимала камера в туалете. И не факт того, что эти видео не попадут на просторы интернета. Попасть в школу и увидеть ее своими глазами нашей съемочной группе не удалось. Администрация была против. По словам директора учебного заведения, камеры установлены для борьбы с курением. Дети стали злоупотреблять вейпами. Запись ведется на диск. Информацию может взять только системный администратор, уверяет руководитель лицея. Ракурс камер направлен только на потолок туалетных комнат. Почему? Потому что когда дети курят, запах распространяется уже и в коридоры лицея. Тогда мы можем отследить по камерам, кто выходил из туалетных комнат, и провести беседу. В нашем распоряжении появилось видео, на котором можно заметить, что камеры также установлены и в раздевалках для мальчиков. Являются ли такие меры законными? С таким вопросом мы обратились к юристам. По их словам, любое видеонаблюдение должно быть согласовано с родителями и работниками школы. Также должна быть установлена предупреждающая табличка. Согласно комментариям школы, происходило не просто наблюдение, но также сбор, хранение и использование данной информации. Это запрещено, поскольку это нарушает неприкосновенность частной жизни. За нарушение данных прав предусмотрена уголовная ответственность статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает штраф от 200 тысяч рублей до лишения свободы до 3 лет. Юрист советует родителям обратиться к руководству школы с просьбой прекратить съемку в туалете, демонтировать камеры и удалить видеоматериалы. В случае отказа обратиться в прокуратуру или в суд. Светлана Звонарева, Айзеля Шеймухаметова, Кирилл Хабзей, ТНВ, Набережные Челны. Как в Татарстане зажимают инвалидности. Республика вошла в десятку регионов по числу отмененных судом отказов в назначении пособий. Кто их не может получить, читайте в интернет-газете «Реальное время». Госкорпорация ВБРФ построит в Набережных Челнах инфраструктурные объекты к заводам по производству морозильного оборудования и водонагревателей. Соглашение на 65 миллионов рублей сегодня подписали президент Рустам Минниханов и главный управляющий партнер по городскому развитию ВБРФ Ирина Макеева. Так, при поддержке ВБРФ в Моногороде появится около 1000 новых рабочих мест, привлекут более 9 миллиардов рублей инвестиций. На территории заводов создадут кластер производителей компонентной базы для выпуска бытовой техники, расширится ассортимент выпускаемой продукции и география продаж. Сегодня в Бердянск, что под Мариуполем, из Татарстана отправили 2 машины гуманитарной помощи. Татпотребсоюз для военнослужащих и жителей Донбасса собрал все необходимое: резиновые сапоги, электрические плиты, печи для отопления, продукты, теплую одежду. Вес груза 4 тонны. Машины предприятие отправляет уже в 3-й раз. В прошлую субботу Татпотребсоюз накормил на полигоне танкового училища 2500 мобилизованных. Для ребят приготовили шурпу из баранины, угостили чаем из самовара и татарскими сладостями.
Сегодня благородная миссия. Мы сегодня грузим 2 машины, значит, в зону боевых действий. Это одна машина Набережно-Челнинская, это торговая база, вторая машина вот Казанская универсальная база. Все в этом принимали очень активное участие. И, значит, тушенка, рыбные консервы, и мука, и сахар, теплая одежда, значит, полиэтиленовая пленка. Что там наши ребята просят, вот по их заявкам мы загрузили. Даже рации вот им закупили. В Центре дополнительного образования «Адамнар» в Казани проходит смена «Мирас. Наследие». На отдых сюда приехали и дети мобилизованных татарстанцев. Ребята сами ученики полилингвальных комплексов «Адамнар» из 6 городов Татарстана. Здесь они проведут неделю. Смена организована при поддержке фонда «Возрождение» по инициативе председателя попечительского совета фонда государственного советника республики Ментимера Шаймиева. Как ребята проводят отдых, увидела Вероника Гайнудинова. До обеда учеба. На уроках английского повторяют пройденный материал. В профильной смене «Мирас. Наследие» на этой неделе 144 школьника. 18 из них – дети мобилизованных татарстанцев. Ребята – ученики полилингвальных комплексов «Адамнар». Приехали из Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги, Актаныша. У нас бывают мастер-классы там по рисованию. Вот сегодня у нас был час урок английского языка. То есть там мы рассказывали о себе на английском. Подготавливаем танцы, песни, поем, танцуем, развлекаемся. Здесь очень мне нравятся разные конкурсы, дискотека. Тут, в общем, довольно-таки круто. Раз, два, три, четыре. После учебы мастер-класс по танцам народов разных стран. Учат азы испанского фламенко. Программа насыщенная. Изучают дизайн, ходят на арт-терапию, занимаются в киношколе. Арина и Дарина Бектимировы из Нижнекамска. Говорят, их папа самый смелый и мужественный. С собой на СВО ему отправили рисунок. Пришла повестка, он сразу сказал: я поеду, потому что он поехал защищать родину. Вот. И мы ему нарисовали рисунок прямо перед отъездом. Мы нарисовали маму, папу, нас и свою младшую сестренку. И отдали ему, и он взял этот рисунок с собой. Папа у нас хороший, добрый, всегда помогает и смелый. Каждый из ребят признается, что гордится своим папой-защитником. Он очень смелый, потому что он там пошел сам до мобилизации защищать нас. Нашу страну. У меня папа хороший, для начала еще смелый, потому что на такое не каждый согласится. Я вообще очень рада, что он звонит. Это пока что связь налаживается, это все очень хорошо. Он сказал: я буду защищать, свою семью, город, ваших друзей, все такое, и страну в целом, чтобы все было хорошо, чтобы все жили как раньше. Вот. Я очень горжусь своим папой. Наша цель – это гармоничное развитие ребенка. Поэтому здесь проводятся всевозможные мероприятия. Наша цель – это подружить детей, сдружить, чтобы они вместе общались. Учиться и отдыхать ребята здесь будут до субботы. В Центре дополнительного образования подчеркнули, такие смены для детей мобилизованных планируют проводить и дальше. Вероника Гайнудинова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. В Казани прошел благотворительный концерт в честь земляков, участников специальной военной операции. На сцену вышли народные артисты республики, танцевальные коллективы, баянисты. Все с одной целью – помочь и поддержать. Все средства от продажи билетов будут направлены на покупку необходимых вещей для мобилизованных. О том, как родилась идея концерта и как искусство объединяет, расскажет Лилия Ибнеева. Всех артистов на этой сцене объединяет одна общая любовь к родине и желание поддержать мобилизованных земляков. Тепло до людских сердец они стараются донести своими выступлениями. В зоне СВО сейчас находятся многие родственники и друзья как артистов, так и зрителей. Такие концерты объединяют всех, говорит Гульнара Тимирзянова. О его проведении она задумалась, когда в кругу семьи говорили о необходимости поддержки героев-земляков. Надо такие мероприятия делать. Надо как-то жить душой. Кто-то был против, кто-то за. Но нас много. Доброта живет. По просьбе Гульнары Тимирзяновой зал для проведения концерта выделила мэрия города совместно с республиканским общественным движением «Добрая Казань». С общими усилиями родилась концертная программа. В ней выступление 15 артистов с песнями на русском и татарском языках. Среди них Расим Низамов, Георгий Ибушев, Резида Шарафиева, а также 4 творческих коллектива и показ моды с дизайнерской одеждой.
Свой долг родине народный артист республики Георгий Ибушев отдал в конце 70-х, отслужил в танковых войсках. Сейчас пристально следит за развитием специальной операции. Как будто и сам участвую. Это как-то морально мы поддерживаем наших солдат, я хочу сказать. Я верю, что у нас все будет хорошо. В семье Искандара Бектагирова 5 мужчин. Все они прошли армейскую службу. Сам артист отслужил в Карелии. Я думаю, зрители пришли, которые не безразличны нынешним событиям. Может быть, у кого-то еще родственники, братья, братишки туда уехали. Зал собрал около 350 зрителей. Многие из них признаются, на таких концертах чувствуют силу духа и сплоченность народа вокруг одной цели. Хотим, чтобы наша доля тоже была в этом концерте. Мы пришли на этот благотворительный концерт с большим удовольствием, не только для того, чтобы насладиться музыкой, но и в то же время с целью, чтобы те деньги, которые будут собраны по окончании концерта, ушли действительно на благотворительное дело. На средства, вырученные с продажи билетов для мобилизованных земляков, закупят квадрокоптеры, бинокли, спальные мешки. Все то, что сейчас так необходимо. Лилия Ибнеева, Ляйсан Саитова, ТНВ, Казань. Сегодня в селе Старое Абдулово Тукаевского района появился бюст в честь заслуженного мастера спорта по национальной борьбе кюряш Рабани Шарипова. Именно здесь по сей день живет известный спортсмен Татарстана. Его имя в спортивных кругах стало известно после 70-х годов, когда он начал выступать за республику на всероссийских соревнованиях. Именно тогда он стал чемпионом РСФСР. В его честь в Тукаевском районе ежегодно проводят национальные состязания. В этом году легендарному спортсмену установили бюст. Гульнара Миниханова с места события. Это село Старое Абдулово, площадка у местного дома культуры. В присутствии родных и односельчан открыли бюст знаменитого Рабани Шарипова. Сам он по состоянию здоровья присутствовать на церемонии не смог, но скульптор Халид Мингалиев смог передать всю его силу и мощь легендарного спортсмена. Инициатором является Федерация борьбы Республики Татарстан. Мы поддержали эту инициативу. Это в течение года эту инициативу мы внедрили в жизнь. Борьба в крови нашего народа. С этой борьбой связаны его традиции. Сегодня мы боремся за наше государство, за жизнь, за победу. И сегодня вместе со всей страной боремся за судьбу Родины. Вот сегодняшний памятник легенде татарской борьбы Рабани надо принять как памятник нашим татарам. Гордость республики, ветеран спорта, сейчас проживает в Старом Абдулово. Всю свою жизнь проработал шофером. В свободное время занимался борьбой. В свои 87 он по-прежнему силен духом. Моей тренировкой была работа в колхозе. Работая там водителем, грузил тяжелые мешки. Это меня физически укрепляло. Я не ходил в спортзалы. Вот была моя тренировка. По стопам знаменитого борца пошел его сын, мастер спорта Ришат Шарипов, и 2 внуков. Дед заслуженный мастер спорта, отец мастер спорта. У меня выбора не было. И у меня ход только один был, так скажем. И все, я тоже начал заниматься с отцом. Он всегда и в жизни, и в спорте говорил, никогда не вспыльчивым не быть, всегда спокойным быть. И в спорте. Он был справедливым. Вот это его качество. Он никогда не спорил. Если даже проиграет, он всегда говорит, да, я, проиграл, но в спорте, без проигрыша нельзя. Соревнования по национальной борьбе на Кубок Рабани Шарипова на этой земле проходят уже 12-й раз. На ковре молодое поколение борцов. Я горжусь, что он родился в деревне Турнаташ, с моего села, и хочу пойти по его стопам. Он использовал приемы за шаг, потом броски через ногу. Я хочу эти приемы себе перенять. В этом году на соревнования приехали 100 борцов из близлежащих районов. В планах сделать турнир республиканским. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Тукаевский район. Черная полоса Акбарса сегодня прервалась. В матче регулярного чемпионата КХЛ наши хоккеисты обыграли в гостях казахстанский Барыс. Счет 2-1. Первую шайбу забил нападающий Акбарса Дмитрий Воронков. В третьем периоде защитник Вячеслав Воинов забил еще один гол. Это первая победа казанской команды за последние 3 игры. По итогам встречи татарстанская команда вновь оказалась на 7-м месте Востока. Следующие 4 игры Акбарс проведет в Казани. Первая 27 ноября против Сочи.
Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи. Здравствуйте, в студии Гульшат Гельмуллина. Погодные условия в республике по-прежнему формируются атмосферными фронтами и погода неустойчивая. По данным сервиса Яндекс.Погода, в четверг в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачность сохранится, как и осадки в виде снега. Ночью местами сильные. Ночью и днем около 3 градусов мороза. Пасмурная и снежная погода в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ночью местами метель. Ночью и днем около 5 градусов мороза. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше пройдет снег, возможно метель. Днем около 6 градусов со знаком минус. Снег, мокрый снег ожидается в Арске, Кукмаре, Балтаси. Не исключена метель. Днем около 6 мороза. В Болгаре, Доржаном, Буинске ожидается снег, мокрый снег. Ночью и днем около 3 градусов ниже нуля. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно и снежно. Возможно метель в ночные часы. Днем ожидается около 4 градусов со знаком минус. В пятницу погода начнет улучшаться, осадков станет меньше, а температура начнет понижаться. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк. Новые Горки» в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой рядом с Горкинско-Аметьевским парком и метро «Горки». Подробности по телефону 2-677-677. Строительная компания «Грань». В Казани прогнозируется облачная погода. Снег, мокрый снег, в ночное время местами метель. Ночью ожидается около 5 градусов мороза, днем около 4 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. На дорогах гололедица. Будьте предельно осторожны. Магнитное поле в норме. До свидания. Всего вам доброго.